Всем привет, друзья! Леди Ктоэл Массера. Как у вас дела? Есть ли у вас связь? Кстати, вчера был праздник, День России. Всех поздравляю с этим днем. Желаю мира, счастья, добра и любви. И главное, всем крепкого здоровья. У меня, к сожалению, не работает ни WhatsApp, ни YouTube, ни Telegram, ничего абсолютно. Даже в свой аккаунт не могу зайти, не знаю, что со связью. Может, какая-то беспилотная опасность или еще что-то. Сегодня мне привезли все на дом. Миса приезжала сама. Я у нее беру вот эту молочную продукцию всегда. А сегодня я должна была ей отдать банки, бутылки, все, что ей нужно. Ну и мяту подарила еще с корнями, чтобы она посадила. Начнем с молочки. Здесь творог не соленый, поэтому он такой мягкий. Я даже не ожидала, что будет молочка. Позвонила в 11 часов только. 2 бутылки молока. Все заморожу. Если вдруг прокисло, получится простокваша. Если нет, в любое время прокипятите свежее молоко. Очень вкусная сметанка. Главное, чистая, натуральный продукт. Здесь у нас черный хлеб и булочки. Это булочки со сгущенкой, я люблю. Вот это бублики, наверное, уже не осталось. Их тоже с молоком хорошо. А это в форме булочек хлеб. Черные булочки и белые булочки. Все вкусное и свежее. Здесь огурцы, наверное, килограммов 5. Из половины буду делать малосольные. У нас чуть-чуть только осталось. Все гости, все любят мои малосольные огурчики. А зелень, кто-то говорит, забыл на прилавке. И она мне принесла. Да, сахар. Если в следующую субботу подойдут люди, заплатим им 100 рублей, наверное, 3 пучка. И все. Если нет, то сахар. Здесь у нас 4 лимончика. Полезно для здоровья, снижают давление и витамин С для иммунитета. Все в курсе. В этот раз я заказала маленькие помидоры. Посмотрите, какая форма прикольная. Большие у нас были. Несколько штук еще осталось. Для салатов, для шакшуки пожарить помидоры с яичницей. Чтобы сделать зажарку для борща. Главное, что они свежие. А здесь у нас молодая свежая капуста. Правда красота? Я думала, обычная белая будет. А привезли вот такую красоту. Значит, будем делать салатик. Еще сегодня хотела сделать зеленый борщ с фрикадельками. Ну, не знаю. В общем, вот такая распаковка у нас получилась. Когда вы ее увидите, и увидите ли вы ее вообще, я уже не знаю, смогу ли я зайти в свой аккаунт на YouTube, или придется создавать новый канал. Но что будет, то и будет. Поживем, увидим. Желаю всем хорошего дня, отличного настроения. Эту клубнику я сегодня купила первый раз в этом году. Говорят, что через неделю ее не будет. Так меня угощали, но ведро я купила, чтобы от души поесть. У мамы аллергия, ей нельзя. Компоты, варенье мы не любим. Вернее, компоты не люблю я, но маме их нельзя. Аллергия на все сладкое. Я люблю колу, пепси, фанту, все газированные напитки, все, что вредно. И ни в чем себе не отказываю. Только никому об этом не говорите. В общем, наемся клубники от души, остальное заморожу. Надо, кстати, купить еще мороженое с клубникой, будет вкусно. А так, Миса тоже, говорит, сделали много компотов, варенья. Все, говорит, сегодня шли с этими ведрами клубники. Утром была по 1200-1300 рублей, кого интересует цена. Но когда она подошла, уже привезли свежую по 1500. Что за сорт, я не знаю. Главное, что она вкусная, запах прям стоит. Настоящие клубники на весь дом. А так, сказали то, что по 1200, это была вчерашняя.
Но лучше, думаю, купить свежую. 200-300 рублей разницы, но зато несколько дней спокойно можно будет кушать. Это все новости на сегодня. Еще раз всех с прошедшим праздником. Надеюсь, я вас не потеряю. Надеюсь, смогу восстановить свой канал на YouTube и зайти в свой аккаунт. У меня ни Google не дышит, ни YouTube не дышит, WhatsApp вообще барахлит. В общем, чем дальше, тем веселее. Но мы держимся до Алмукла. Всем пока-пока, друзья.